250 лет вместе с Россией. Главные мероприятия пройдут в октябре. Подготовку Судженского стадиона к торжествам проверил Владимир Сластенин. Табак – причина смертельных заболеваний. Как сквозь сигаретный дым достучаться до курильщиков? О вреде курения и цифры статистики в выпуске. Рев моторов и запах жженой резины. На автодроме в Сунже прошел республиканский чемпионат по драг-рейсингу. На телеканале «Ингушетия» новости 24. Здравствуйте. 10 октября в Сунже пройдет праздничное мероприятие по случаю памятной даты 250-летия единения Ингушетии с Россией. Площадкой для проведения торжеств станет городской стадион. Он сейчас подвергается масштабной реконструкции. Большая часть работ уже завершена. Остались последние штрихи по благоустройству прилегающей территории. Ход строительных и подготовительных работ на месте проверил премьер-министр Владимир Сластенин. Репортаж Микаила Тангиева. Рабочие усердно трудятся в две смены, чтобы в назначенный срок сдать важный спортивный объект. 10 октября на стадионе имени Дьякова пройдет масштабное мероприятие к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Организаторы ждут как жителей республики, так и почетных гостей из соседних регионов, поэтому все должно быть на высшем уровне. К этому времени строители полностью выполнили демонтаж старых трибун, а также отремонтировали нижнюю часть стадиона, где появятся две легкоатлетические дорожки по периметру поля. Количество посадочных мест стадиона увеличили до 3500, а также здесь предусмотрели места для маломобильных граждан. Для них будет предусмотрен отдельный вход и касса. На территории готовят основания под баскетбольные, волейбольные и воркаут-площадки. Прямо сейчас строители обустраивают территорию вокруг стадиона. Параллельно с этим ведутся работы по освещению, укладке подъездных дорожек, завершается ремонт административного здания, ложи и комментаторской. Административно-бытовой комплекс, канализация, система водопровод, у нас электрика полностью, подземная часть закончены. Основные работы по части капитального строительства практически завершены, но по благоустройству территории предстоит еще немало потрудиться. Нужно очистить участок от строительного мусора, нанести разметку, разбить газоны и посадить деревья. Особое внимание уделяют вопросу освещения стадиона. Все те светильники, все освещение, которое здесь организовано, это вот современные светодиодные источники, которые потребляют мало энергии, и освещенность гораздо у них лучше. То есть для тех, кто будет здесь соревноваться, заниматься, освещение как раз будет очень комфортно. То есть не будет их так, какие-то мертвые зоны, какие-то слепящие моменты, там еще что-то вот связано с этим. Стоит отметить, что капремонт арены не проводился более полувека, и сегодня этот проект реализуется за счет внебюджетных средств. Прямо в эпицентре стройки проходит совещание по вопросу проведения одного из самых масштабных и значимых событий этого года для региона. Председатель правительства Владимир Сластенин встретился с ответственными лицами и поинтересовался, как идет подготовка к празднику. 2 октября все оборудование, сцена, декор, все, что необходимо для организации выступления артистов, заезжает сюда на площадку и начинает отгружаться. Строительство будет идти в несколько этапов. Первый этап – это возведение сценических железных конструкций. Далее мы будем устанавливать декорации, в виде гор. Мы вам отдельно еще вышлем презентацию с справками после вчерашнего совещания. Далее мы устанавливаем оборудование. Соответственно, далее начинаются репетиции предварительно 7 октября. В день празднования организаторы обещают зрелищное шоу в исполнении авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В свою очередь, творческие работники продолжают трудиться над сценарием мероприятия. С начала октября проведут первые репетиции на стадионе. Сейчас подготовка ведется на различных культурных площадках. Все время стараемся, чтобы новые мероприятия не были похожи на предыдущие. Поэтому главная задача вот такая вот, и пишется и новая музыка, новые песни, новые артисты. В общем, все вот так вот будет, как бы в других красках, и будет интересно. Договор о добровольном вхождении в состав России был подписан ингушскими старейшинами в марте 1770 года вблизи селения Ангушт на поляне Скон Согласия. Через 5 месяцев 12 июля документ одобрили в коллегии иностранных дел России. Праздничные мероприятия пройдут 10 октября на обновленном стадионе имени Дьякова в Сунже. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, новости 24.
Законопроект о распределении реновации в регионы внесен в Госдуму. Проект предусматривает единый механизм комплексного развития территории. Решение об этом, по предположениям органов госвласти, регионов вправе принять правительство. При этом Кабмином должен быть определен порядок принятия и реализации такого решения. Законопроектом предусматриваются внесение изменений в жилищный кодекс, связанных с правом регионов утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, с учетом мнения жителя при формировании и реализации программы по сносу и реконструкции, а также обеспечением прав собственников жилых и нежилых помещений, прав нанимателей жилых помещений и арендаторов нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу по сносу и реконструкции. На сельхозугодиях региона идет посевная кампания. Аграрии сеют озимые культуры, в частности пшеницу. Но на полях ГУПа Орджоникидзе пришлось временно приостановить работы. Посевная затягивается в связи с проблемами с техникой. Кантыжевские хлеборобы сетуют на отсутствие элементарных условий. В ситуации разбирался наш корреспондент. Эта сеялка немало вспахала на своем веку, рассказывает Тагир Арчаков. Сам он с 1976 года трудится на сельхозугодиях и уже на глаз может определить качество посевных семян и состояние почвы. Погода, нормально ход, нормально, дали андали, халдежим, нормально. Удобрение, хама барье, хочем болыш, дарье дедеште пар, хадой шеду, нормально холдем. А холодно же не слышно, что там тухлое удобрение, Тух удобрение, тух, вахош, ачиех, ну ачиех тоже тренах, холд, отбе. Бол хабуат, махол. ГУП имени Серго Орджоникидзе основан в 2001 году, а сеют на этих гектарах еще со времен СССР. Главный инженер Гирихан Арчаков с отчаянием рассказывает, в прошлые времена здесь по-настоящему кипела работа. Посевная кампания разворачивалась на 1400 гектарах. А как сейчас обстоит дело с посевом семян и сколько уже засеяно? 300 гектаров, 300 чем-то гектаров. Эхато, он всегда елер гадетхо, истхо даюти. لا ده حديقة عدت أدخل عدو حدا بيحكي يرتخل عدو كي أتشتخوك ده أشتخل عدو وتر عدي أخد شتر عدي أخد تخو عدو أخد تخو بوخ ودل تخو خات عمد واتشش كي أتش ده حدو أخش كردول شارة لا تج ده حديقة. Руководство ГУПа мы на месте не застали. Тем не менее, вопросов осталось очень много. Например, как дальше будет продолжаться посев, если неизвестно, начнется ли работа на этих оставшихся 300 гектарах. Учитывая еще тот факт, что вся техника, за исключением 3 единиц, находится в неисправном состоянии. Совхоз 9300 гектаров, и лишь совхоз мери. Арендатор تشيش دقت وين يودجلات زلاتش دادوخش تخدشند датя узлат. Аграрии с 40-летним стажем все же надеются продолжить работы до окончания осеннего посева озимых, а именно пшеницы. Сейчас они ожидают поставку семян. В ГУП уже привлечены сезонные работники и механизаторы. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Хасмагомед Майсигов, Новости 24. 265 миллиардов сигарет выкуривают жители страны в год. Это около 1800 штук на душу населения. И цифра эта продолжает расти. О вреде табака без устали уже много лет твердят врачи. Но ни призывы медиков, ни предупреждения на самих упаковках курильщиков не останавливают. Многие не знают, что пачка сигарет в день – это как 500 рентген-облучения за год. Табаком балуются не только взрослые, но и подростки, которых надолго затягивает зависимость. Но возможно ли сквозь сигаретный дым достучаться до курильщиков? Хава Гагиева попробовала узнать. Жизнь от стипендии до стипендии, проблемы со сном и на учебе, ухудшение отношений с семьей. Этот период жизни Ислам Тумгоев сейчас вспоминает как результат своих ошибок. Из-за необдуманного поступка и любопытства дошел до привыкания к курению, признается парень. Однако теперь табакозависимость в прошлом. Я просто увидел один день документальный фильм о вреде, и там все показывалось, как губят легкие, как поражаются легкие, как здоровье. В общем, какой вред это приносит. Я все это начал задумываться, и проповеди слышал много, и просто решил взять себя в руки, начал заниматься спортом, и с тех пор я вообще ни на секунду не задумывался, там, покурить ли мне снова нет.
просто спорт, да, и это все вывело меня с этого состояния. Плюс это по религии неправильно, то есть приносить самому себе вред здоровью перед Всевышним, да, это неправильно. Уж сколько раз твердили миру, что табак вреден и опасен, но только все без толку. С каждым годом число курильщиков только растет. Курение убивает человека разными путями, начиная от онкологических заболеваний и заканчивая проблемами с сердцем. Как правило, риск развития онкологической патологии легких при табакокурении возрастает при длительном стаже табакокурения, в особенности после постановки диагноза. То есть, когда ставят настораживающий диагноз пациенту, он продолжает при этом активно курить. Также следует отметить то, что при отказе от курения, в особенности, когда стаж курения небольшой, риск развития онкологической патологии органов дыхания у такого человека приравнивается практически к человеку, который вовсе не курил. Ежегодно сигареты вызывают различные заболевания почти у 300 тысяч россиян. В особой группе риска находятся подростки, чье физическое развитие далеко от завершения. Средний возраст начала курения снизился до 10-11 лет. К слову, раннее увлечение сигаретой приводит к ослабленной дыхательной системе. То есть, начав курить сегодня, далеко убежать завтра вы вряд ли сможете. Здравствуйте, мои родные, что-то вы плохо выглядите. Сейчас я вас послушаю. Замечательно. Дышите глубже. Ребята, вы слишком много курите. С такой отдышкой вам не пробежать и 100 ярдов. Запомните, курение вредно для здоровья. В табачном дыме более 4500 ядохимикатов. Это больше, чем выхлопных газов автомобилей. За год в легких курильщика, по данным исследования, скапливается почти 1 стакан смолы. Патогенетическая роль табакокурения в данном случае будет заключаться в том, что длительное хроническое поступление табака в организм будет раздражать стенки дыхательных путей и провоцировать развитие хронического воспалительного процесса. К слову, мы решили проверить, возможно ли купить в некоторых магазинах республики несовершеннолетнему пачку сигарет. И вот что из этого вышло. Подешевле ярче геральдиш. Энзи агралась. Алик фоши. Анеши. Ты только что стал главным героем нашего социального эксперимента. Какие у тебя ощущения? Вот как ты думаешь, правильно ли это продавать сигареты несовершеннолетним? Ощущения не такие уж хорошие. Продавать сигареты несовершеннолетним — это очень, как скажем, нехорошо. Было бы справедливо, если показали бы паспорт, если он совершеннолетний, тем более также продавали бы. И еще лучше было бы, если их вообще не продавали бы. Ингушская молодежь должна ассоциироваться с понятиями «эх, ездил денул», а значит, курению здесь нет места, считают многие жители республики. Ну вот сами посудите, человек, который себя уважает, будет сегодня следить за своим здоровьем, а курение — это полностью противоположно этому. И следующее, многие курящие, вот если задаешь вопрос вообще, для чего ты куришь, они начинают отвечать, либо отмазываться, то что их это как-то успокаивает. Не знаю, они просто сами себя же обманывают. Никотин сам вызывает у тебя стресс. Всем советую, не курите. Молодежи особенно, потому что первым долгом это учеба, вторым долгом это спорт. А спорт с курением — это несовместимые вещи. Конечно, я считаю курение вредным, так как оно воздействует на легкие, и также при религии нам запрещено курить, поэтому никому не советую. Опасно, конечно, молодежям тем более опасно. Что сказать больше? Я хочу, чтобы они не курили, не пили, наша молодежь. Медики отмечают, только наивным может казаться, что попробовав один раз, можно бросить. На деле же, получив сомнительное удовольствие, очень сложно отказаться. Плохие привычки вызывают привыкание. У некоторых людей оно намного больше, чем у других. Люди не замечают, как наносит вред своему организму. Курение – одна из самых главных проблем 21 века, с которой нужно бороться. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.
Членов Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения выберут по итогам открытого всенародного голосования. От учителей из всех регионов страны поступило порядка 1800 заявок на участие. Единственным критерием к кандидатам был стаж работы в школе не менее 5 лет. Теперь предстоит финальный этап – открытое всенародное голосование, с помощью которого и определятся члены Совета. Голосование проходит с 21 по 30 сентября в соцсетях. Имена победителей объявят 5 октября в День учителя. Рев мощных моторов, запах жженой резины и старт под восторженные овации зрителей. Около 50 спортсменов из регионов страны собрал открытый чемпионат Ингушетии по автомобильному драг-рейсингу. Гонки проходили на автодроме в Сунже. В задачу участников входило за максимально короткое время преодолеть дистанцию, опередив соперника. В числе сотен зрителей за заездами наблюдал и наш корреспондент. Разницы нет, кто с кем встает, ваше время важное. Не смотрите, кто у вас справа, кто слева и так далее. На него смотреть не надо. В первую очередь участников ознакомливают с правилами гонки и сразу же команда по машинам. На стартовую прямую выезжают по очередности 2 автомобиля. Это классификационный заезд. Чемпионат республики по драг-рейсингу собрал вокруг себя более 500 человек. Несмотря на то, что турнир региональный, принять в нем участие решили и другие автоспортсмены Северного Кавказа. Как, например, Артур Алексанян, который приехал на своем железном монстре из Ставропольского края. С-класс, 201 кузов, а под капотом скрывается тойотовская рядная шестерка, улучшенная турбонаддувом. Выдает Mercedes 330 лошадиных сил. Превратить свой автомобиль в драг-кар Артур решил 2 года назад. Свапали тоже мотор такой же, другие моторы, мерседесские. Нам не понравилось. Через время купили другой Мерседес. Свапнули туда Priora мотор. На нем покатались. Это уже неинтересно стало. И решили свапнуть GZ. На площадке собрались машины разного вида, разного сегмента и доработки. Каждый из них хочет показать свой стиль и неплохой результат, а в лучшем случае оставить оппонентов дышать дымом из-под покрышек. Соревнуются даже внедорожники, которые в принципе не подходят для быстрой езды. А Ислам Ахильков с этим мнением не согласен. Он не разглашает, что скрывается под капотом его авто, но уверяет, что с места трогается со свистом от всех 4 колес. Как говорится, ковер покажет. Посмотрим, время все хорошее. Здесь на время все заезды, и время хорошее, и очень хорошее время показывает машины. Пока я свой не замерял, посмотрим. В 7 классах сражается около 50 участников. Зрителей в 10 раз больше. Настолько автоспорт полюбился ингушской молодежи. Это та категория особых водителей, которые не представляют свою жизнь без сотен лошадей под капотом, запаха жженой резины, секунд, когда кровь вскипает и газ до упора. Все это драг-рейсинг. В частности, как и все здесь находящиеся, получаю некое удовольствие от того, что здесь происходит. Видно, как все участники заряжены, так сказать, на все 100. И очень радует, что в нашей республике проводятся такие мероприятия, которые объединяют всех наших братьев из соседних республик, а также и соседей Закавказья. Не забыли на полигоне и о безопасности. Оснастили стартовые площадки огнетушителями, а рядом патрулирует скорая и пожарная помощь, и даже инспекторы ГИБДД. Сегодня любителей скорости не штрафуют. Организаторы продумали все до мелочей. Для победителей всех заездов предусмотрены 23 награды. В этом году порадовали и наши участники местные, их оказалось больше, чем обычно, около 11 человек. Уровень подготовки гонщиков наших тоже растет. Культура такой сборки авто в Ингушетии развивается уже не первый год. За это время наши спортсмены успели завоевать не одну награду. Как же Браил Бахмурзиев, член команды Inkstyle Motorsport. Он показал среди стран СНГ лучший результат. Прошел четверть мили за 8,3 секунды. Министерство спорта республики разрабатывает планы на развитие федерации. В дальнейшем планируем, если уладим все документы, бумажные дела, взять эту трассу на баланс Минспорта и уже как-то улучшить эту трассу, удлинить чуть-чуть, чтобы уже проводить более такие крупные, более значимые турниры. Если планы все же притворят в жизнь, автодром сможет принимать гонки всероссийского уровня, а для зрителей на первом месте зрелищная борьба на неограниченных скоростях. Особенность этого чемпионата в том, что вместе с топовыми пилотами в гонках могут участвовать все желающие. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Майрбек Миржоев. Новости 24.
С улучшением эпидемиологической ситуации в регионе намерены усовершенствовать процесс знакомства с республикой гостей из других субъектов и стран. В модернизацию туристической отрасли в первую очередь войдет создание зон отдыха и прокладка новых маршрутов к известным достопримечательностям Горной Ингушетии. О планах на турсезон 2021 года расскажет Идрис Ижиев. В этом году путешествия по туристическим маршрутам Ингушетии омрачил коронавирус. Большинство новых идей решено реализовать в следующем году. Самым востребованным в этом сезоне из всех направлений стал автотуризм. После пандемии большинство туристов не рисковали посещать многолюдные места, вокзалы, аэропорты. Но никому не запрещено приезжать в регион на своей машине. Это тур выходного дня с осмотром ингушских достопримечательностей. В планах у Комтуризма создание и благоустройство различных кемпингов и зон отдыха в популярных уголках Джейравского района, которые также войдут в список посещаемых мест для приезжих. Новые зоны отдыха намерены открыть весной следующего года. Они идеально впишутся в горные пейзажи и не нарушат экологические нормы. Сейчас комитет ставит перед собой несколько задач. Первое – благоустроить маршруты на Столовую гору и к Ляжгинскому водопаду. Второе – сформировать бренд республики. А это лучше всего сделать, организовав развлекательные мероприятия. К примеру, уже традиционный марафон. Будем еще раз пропагандировать экотуризм, спортивный туризм посредством взаимодействия с подобными компаниями, которые готовы к партнерству и сотрудничеству, которые очень здорово брендируют нашу территорию и высокогорную Ингушетию, и равнинную, как привлекательную зону не только для отдыха, но и для проведения имиджевых мероприятий. В прошлом году в горах Ингушетии масштабный марафон объединил около сотни спортсменов. Горный воздух и живописные пейзажи добавляют динамичности состязаниям. В этот раз мероприятие решено провести в День туризма 27 сентября. Есть позитивный опыт проведения подобного забега в высокогорной Ингушетии в Джейравском районе в прошлом году. И, соответственно, в этом году мы решили совместными усилиями повторить данный массовый забег. На данный момент уже более 100 зарегистрировавшихся участников. И, соответственно, регистрация продолжается. И не только все жители Республики и Северного Кавказа, но и жители всей России могут принять участие в данном забеге. Будем рады всех видеть. Открытие турсезона в этом году в регионе ознаменовалось масштабным экопраздником. В планах у комитета разнообразить его новыми мероприятиями. Это станет доброй традицией на долгие годы. Идрис Ижиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.